В департаменте по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики состоялось рабочее совещание. Баили Тевтеев начал его с поздравления в адрес работниц департамента с прошедшим светлым праздником – Днем чеченской женщины. Небольшая, но, как заметили присутствующие, очень важная половина получила и поздравления от главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. После цветов, подарков и теплых слов последовало обсуждение рабочих вопросов. Заслушав отчеты начальников отдела о проделанной работе, Тевтеев акцентировал свое внимание на работе с религиозными организациями. Имам минимальной структуры и власти. Второй ступень гую. Районный эйд, район милиции начальники, префекты. Квазлаю и все и выше. Иштхадует. Сундера худа диз. Адавано шуш округ عملش حويج متيجا. Фактами, если тигадуй, дала عملش юрт участковый тигар. Имами хавалина. Что царь и бола беш бати, надо составить справку на тридцать тига. هر пробелью департаменту тига حاجة حاجنا бола бина. تخوخون عيد البار ما خوخ متحن ريز دات الملش وين أمل تسفراك وعي ليز وين ملش последующим уже царь непосредственно ушел حكموي مفتي ألا ريالو متيجا قهرون игнорировать дяшду о ألا ويدعيردو. По словам директора департамента, религиозные деятели и общественники должны равномерно распределять свою работу, чтобы она принесла пользу обществу. В масштабной экологической акции «Сделаем вместе» по уборке мусора, проходившей одновременно в 83 субъектах Российской Федерации, приняла участие и Чеченская Республика. На уборку вышло более 4500 человек, сотрудники министерств и ведомств, учреждений и общественных неправительственных организаций, студенты, вузов и СУЗов, учащиеся школ. Сегодня мы, студенты Чеченского государственного университета, вышли на улицу, чтобы очистить ближайшую территорию, чтобы активно участвовать в акции «Сделаем вместе». Организаторы акции региональное общественное экологическое движение «Эко» при поддержке департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики, Комитета правительства Чеченской Республики по экологии, Министерства Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации, а также Росприроднадзора и Министерства Чеченской Республики по делам молодежи. Обитатели и гостей всемирной паутины информируем о том, что официальный сайт департамента depril.ru активно начал и продолжает свою работу в интернете. Информация, размещенная в разделе «Новости», заинтересует не только общественников и религиозных деятелей, но и всех тех, кто хочет быть в курсе событий, происходящих в республике. Реакцию на различные ситуации и явления в обществе можно найти в разделе «Аналитика». Узнать об общественных и религиозных организациях вы сможете здесь же на сайте. Ответы на вопросы религии найдутся в отдельном разделе. Также на сайте вы сможете просмотреть полезное видео, послушать аудиопроповеди известных богословов и задать вопрос Баили Тевтееву, директору департамента. Этот, все предыдущие и последующие выпуски Вестника департамента вы также можете найти на странице интернет-ресурса. Напомню, что глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров поручил активизировать работу всех имеющихся интернет-изданий и сайтов, связанных с религиозной тематикой. На неделе в Республиканском доме профсоюзов прошло мероприятие, приуроченное ко Дню чеченской женщины. Его организаторами выступил Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики совместно с Общественной палатой Чеченской Республики. Принять участие в мероприятии пригласили представительниц слабой половины, занимающихся общественной работой, возглавляющих те или иные организации. Мероприятие началось с показа фильма о чеченской женщине. С приветственным словом в адрес виновниц торжества от имени директора департамента выступил главный специалист отдела по работе с общественными организациями Ахмет Арцаев.
самым активным образом участие принимать в формировании гражданского общества и развитии гражданских институтов. Пелна о югметик лелошо улктях бушву масса командях лоч шейгалу гряш зудри. Проповедь начальника отдела духовно-нравственного воспитания того же департамента Тахира Закараева о том, какая роль отведена женщине в исламе, о ее значении и важности в этой жизни, заставила прослезиться и задуматься не только женщин. لا مزمار في دوت شوش إزير قونا خشلغولة يشود يزود قان دور دوش قيمة تينا لا مزدوش مرخادوش شيئتين دين متعيرشو كسمنانا لا مزمار خادوش دل متعيرشوش تين دين حلق يلسمان غوريكس od يلسمان شو يخان od يلسمان يشوح يرشول تخان دنيا نح مسل دالج غور دقوة تخوك شول شو من تح كيتشيل خزيل أتشيتين ده دحريان إشيتين ده شو يقولوا قطعوا زوجوا أتيال اسمنيجوا. Декламирование стихов писателя Эдуарда Мамакаева, песни в исполнении народного артиста Чеченской Республики Магомеда Есаева, благодарственные письма и, конечно же, цветы – все это, по словам организаторов, малая доля того, что хотелось бы сделать и сказать, выразить свое почтение и уважение чеченской женщине. Авлия – это люди, проводящие все свои дни в постоянных молитвах, ведущие праведный образ жизни, избегающие совершения грехов, совершенствующие свой духовный мир постоянным поминанием Аллаха. О таких людях упоминается в Коране. Это те, которые уверовали в Аллаха и которые были богобоязненны. Великая благодать Всевышнего, то, что на нашей земле тоже были такие люди, благодаря которым ислам распространился на всем Северном Кавказе. Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики объявляет о начале приема работ на участие в республиканском конкурсе на лучший материал, посвященный жизни и деятельности святых авлияев Чеченской Республики на пути авлияев. Номинации конкурса: лучший аудиоматериал, лучший видеоматериал и лучшая научная работа. В конкурсе имеют право принимать участие молодые люди не старше 30 лет, а также коллективы, состав которых не превышает 3 человек. Работа принимается с 8 сентября по 20 октября 2012 года по электронному адресу deporelsobakamail.ru или по почте 364-00, город Грозный, улица Гаражная, 10, с пометкой «На конкурс». Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 887 12 22 32 01.